Съесть или лишить хода шашки противника. Вот основная цель игроков. Важной особенностью здесь является то, что участники изучают расположение фигур на поле пальцами рук. Сегодня в этом зале борются 6 человек. Каждый желает забрать победу. Один из них — Хайбула Магомедов. Мужчина приехал из Республики Дагестан совсем недавно. Узнав о турнире по любимому виду спорта, решил не упускать возможность поучаствовать. Тем более всегда хотел посоревноваться с лучшими игроками из соседних субъектов. Мне всегда интересен опыт других регионов, да, именно организационные моменты. И, конечно, поделиться общим опытом, да, работы, да, обмен. И, конечно, плюс к тому, почему бы и интеллектуально себя не проверить. И как-то, да, мы у себя, да, часто играем, так собираемся, проводим турниры. А вот именно в Ингушетии я на таком турнире еще не был, поэтому хотел тоже как-то, да, посостязаться. Борьба в зале идет напряженная. Каждый игрок перед тем, как сделать ход, тщательно обдумывает свое действие. Хайбуле Магомедову соперник достался не слабый. Хаваш Аздоев с шашками познакомился еще 30 лет назад. С тех пор старается принимать участие во всех турнирах, имеет десятки медалей и кубков. Я выступал еще в советское время, когда были 15 сестер, 15 республик, республиканских, очень серьезных игр, конечно. Первое место бывало занимал, второе даже в этих республиканских. Вот. Конечно, там очень серьезные очень игроки были. Игровые доски здесь чуть отличаются от обычных шашечных. Белые поля приподняты по отношению к черным так, что каждая шашка находится в своей ячейке. Именно это и позволяет игрокам на ощупь определить положение фигур, которые также имеют отличия. Поверхность белых шашек рифленая, а черных полностью гладкая. Еще один игрок, уже профессионал этого вида спорта, Адам Мусиев. Шашками мужчина увлекался еще до того, как потерял зрение. Первые места он получал неоднократно. Сегодня рассчитывает победить и пройти в следующий этап. Лет 20 соревнования участвовать, потому что с какого, с 18-го года. Лозж интерес это развитие мухолитон или Такие игры для незрячих – это уже традиция. Возрастных ограничений здесь нет. Из 6 игроков лучших определят по сумме общих баллов за все время. Далее победителей ждет третий этап, где будет выбран чемпион Ингушетии по шашкам. Основная цель – это собрать их, чтобы они почаще выходили, почаще собирались, играли, развивали свои умственные способности, выезжали за пределы республики, представляли нашу республику на других соревнованиях. Лидеры сегодняшнего турнира получат кубки, медали и грамоты. Сбавлять обороты нашим шашистам нельзя, поскольку третий этап открытого чемпиона по русским шашкам среди незрячих пройдет уже в декабре. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Новости 24.